Аве, генерал. Когда ты попадешь на поле боя, армия Сената вступила. Армия галлов вторгается с северо-запада. Это действующий командир сенатских легионов. Отряды! Вперед! Помните, сила римской армии в дисциплине ее легионов. Варварские армии полагаются на... Сенат обещал награду тому, кто добудет голову гальского полка. Похоже, ни одна из армий не собирается. Это твой генерал, Гай Юлий, предводитель твоей фракции. Теперь надо научиться осматривать поле боя. Клавиши курсора перемещают камеру вправо, влево, вперед и назад. Попробуйте сделать это. Чтобы выбрать... Уходим! Когда будешь готов, щелкни правой клавишей мыши по помеченной области поля боя. Возможно, тебе придется воспользоваться управлением камерой, чтобы помеченная позиция показалась в поле зрения. Щелкни правой клавишей мыши по точке назначения, чтобы заставить отряд двигаться к ней. Во время движения выбранного отряда ты можешь изменить скорость перемещения с помощью кнопки переключения движения. Возможно, ты захочешь, чтобы камера автоматически следовала за отрядом. В таком случае используй клавишу Delete. Камера будет зафиксирована на выделенном отряде. Нажми Delete повторно, чтобы отменить слежение. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по подсвеченной иконке отряда. Триарии — это элитные римские копейщики. Они — основа римской армии. Если дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по отряду, камера сдвинется так, чтобы он оказался в центре экрана. Если щелкнуть один раз, то отряд будет выбран, но камера останется на прежнем месте. Наши маневры привлекли внимание вражеской кавалерии. Они движутся в этом направлении. Лучники очень уязвимы для кавалерии. Варвары заметили, что мы выдвигаемся к мосту. Защищай этот участок своими триариями. Помести своих лучников за ними. Используй двойной щелчок правой кнопкой мыши, чтобы твои войска переместились туда с максимально возможной скоростью. Уничтожай варваров, если они пересекут мост. Удостоверьтесь, что ваши отряды не преследуют разбегающегося врага, когда враг в панике бежит. Это лишь вымотает ваших солдат и сделает ваши войска уязвимыми. Используйте кнопку «Стоп», чтобы остановить отряд.
практически полностью разобрались с этими варварами. Когда они бросятся бежать, будьте готовы пересечь мост и атаковать левый фланг вражеской армии. Не отвлекайтесь на преследование убегающих врагов, поскольку это выматывает силы ваших солдат. Вы можете использовать кнопку «Стоп», чтобы остановить отряд. Переход моста лучше произвести за максимально короткое время. Солдаты во время перехода реки могут быть особенно уязвимы для неприятельских атак. Когда у вас несколько отрядов, намного удобнее отдавать приказы, предварительно выделив их все. Отряды при совместных маневрах действуют эффективнее, чем поодиночке. Используйте Ctrl-A, чтобы выделить все свои отряды. Вы можете использовать клавишу Return, чтобы отменить выделение. Теперь перейди реку и уничтожь оставшихся врагов. Другой метод выделения отрядов. Первое. Щелкните левой клавишей мыши по поверхности рядом с отрядом. Второе. Растяните рамку вокруг группы своих отрядов. Третье. Отпустите клавишу мыши. Сейчас это делать не обязательно. Игра поставлена на паузу. Вы можете сделать это в любой момент боя, щелкнув по кнопке паузы или нажав клавишу P на клавиатуре. Во время паузы вы можете перемещать камеру и отдавать приказы отрядам. Вы можете использовать кнопку управления скоростью игры, расположенной рядом с кнопкой паузы, если наступит боевое затишье или вы решите ускорить бой, который выигрываете. Не используйте их во время боя, иначе пропустите ценную информацию. Помните, что для продолжения игры вы должны щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Игра». Теперь вы готовы атаковать врага. Передвиньте своих триариев к левому флангу вражеской армии. Используйте для... Варвары развернули полномасштабную атаку. Торопись. При перемещении отряда по полю битвы лучше приказывать ему передвигаться с обычной скоростью, но только в том случае, когда рядом нет врага или когда речь идет о конных боях.